городе Сунджи все больше энтузиастов здорового образа жизни и боевых искусств открывают для себя бразильское джиу-джитсу. Это не просто спорт, а целая философия, построенная на технике, ловкости и интеллекте. Тренировочный процесс в местном клубе, который проходит каждый день, это интенсивная и дисциплинированная работа. Занятия начинаются с тщательной разминки, направленной на развитие гибкости и функциональной силы, что критически важно для предотвращения травм. Затем тренер демонстрирует ученикам связки технических действий от переворотов и смены позиций до болевых и удушающих приемов. Когда соперник начинает нас обходить, раз, отсюда, что мы делали? Мы сразу же хватаем руки, чтобы его блокировать. Сразу же, в первую очередь, идешь до шанер. Если мы опоздаем, он сразу начнет нас обходить в эту сторону. Потом нам придется то, что мы сейчас делали до этого, таким образом восстанавливаться через затылок. Так. А так, если мы успеваем, всегда мы должны ставить свои ноги на его руки, на спайдер-гард. Помните спайдер? Вот, раз, два. Вот сюда локти обязательно зажимаем. Дальше. Когда он начинает меня обходить в сторону, раз, одну ногу вот он убрал, вторую ногу, что я делаю? Можно ее убирать? Абахкиши и кок. Ни в коем случае не убираем. Плотно локоть зажатая, контролируем руку. И киль контроль ешан. Дахите сейчас. Даже если он в эту сторону обошел, ничего страшного. Главное, чтобы вот эта нога стояла здесь. Дальше. Если он даже поставил колено, это не считается обход гарда. Если даже он меня обошел, потому что пока я его руку держу, обход гарда яцис. Что мы делаем? Хватаем ногу, видите, кимоно. Раз, два захват. Вот у нас два захвата. Дальше эту ногу легко сорвать. Вытянуть, может сорваться точно. Помните, куда мы закручивались? В какую сторону? А что? Мне надо его... Правильно будет, если я его буду свиповать сюда в сторону? Куда я его свипую? Правильно, в сторону головы, туда, под углом. Для этого я разворачиваюсь вот этой свободной ногой, уза в сторону. Делаю мах и максимально сильно выпрямляю вот эту свою ногу. Вот. Как только он упал, я могу отпустить захвата? Всегда контролируем. Да, как штаны, так и руку. Контроль язвы. Дальше. Какую ногу я убираю под себя, чтобы восстановиться? Нижнюю, левую биться. Правую или левую? Правильно, правую ногу. Раз, под себя, видите? И начинаю вставать на колено. Уходим сюда в сторону. Блокируем его, сразу накрываем. Еще раз. Одну ногу убрали. Вот. Хватаем, закручиваемся, делаем мах и выпрямляем максимально сильно ногу. Сразу же ногу под себя. Держим. Руки, восстанавливаемся, сюда уходим. Понятно? Делаем свип. Давай. По 2 раза делаем. Обоюдно еще. Приготовились. После того, как теория была усвоена, спортсмены приступили к самой важной части обработки. Тренер разделил ребят по парам, где они под его чутким контролем начали практиковать только что изученную технику. Такой подход от детального объяснения до немедленного закрепления на практике позволяет быстрее сформировать мышечную память и уверенность в своих действиях. У юных джиу-джитсуистов действительно богатый выбор, можно восхищаться чемпионами UFC. Главное понимать, что каждый чемпион когда-то был белым поясом, и его путь начался с такого простого зала. Амирхан, ассаламу алейкум. Алейкум. Амирхан, расскажи, сколько лет ты занимаешься в этом клубе и вообще как ты выбрал бразильское джиу-джитсу? Я занимаюсь 2 года, и выбрал я, потому что она нравится слишком сильно. А вообще, как ты узнал про этот вид спорта? Он в Ингушетии не только популярный вид спорта, пока что не популярный. Но я увидел, как борются некоторые, и я это тоже хотел научиться. Получается, ты смотрел непосредственно соревнования по джиу-джитсу или там смешанное единоборство смотрел? Смешанное единоборство смотрел и увидел. Ну вот, на твой взгляд, какой боец обладает лучшей техникой бразильского джиу-джитсу? Как ты думаешь? Ты знаешь бойцов?
Да. Именно откуда надо? Из UFC или откуда? Ну, давай UFC. Махачев, наверное. У него, на твой взгляд, лучший грэпплинг, да? Да. А еще? Чимаев? Да. Еще? А Моусер? Да. У него хороший грэпплинг, у Моусера? Но он больше штеки работает. Он базовый борец, да? Да. Но грэпплинг, в принципе, тоже неплохой, да? Грэпплинг у него хороший. Вот смотри, за эти 2 года ты участвовал где-нибудь на соревнованиях? Да. Где ты участвовал? Я участвовал в Магаше, Грозном, в Краснодаре, Москве. А, то есть ты и за пределами участвовал, да? Да. Вот где тебе комфортнее выступать? В Ингушетии или за пределами? Ну, Или без разницы? без разницы вообще. Везде спокойно, да? Да. Не волнуешься? Нет. Вот какой турнир ты больше запомнил? Самый Именно- сложный турнир? Именно назвать надо это Ну, где ты выступал? в Москве самый Там сложный. был самый сложный. Почему? Ну, противники сильные попадались. Давно Ну, я- там выступал? Что? Давно там выступал? 1 год назад. В прошлом году, да? И сколько ты там боев провел? За 2 раздела или за 1? А, ты в 2 разделах участвовал? Ну вот расскажи подробнее про эти соревнования. Я участвовал в одном разделе. Там были 3 схватки. Вот расскажи, что это за раздел? Вдруг наши телезрители не знают вообще. Там в ноги и кимоно было вот это. То есть получается один раздел в этом кимоно, второй без кимоно, Да. просто в футболках. Да. И вот расскажи подробнее, где ты лучше выступил? Тяжело было, сколько было соперников? В кимоно я лучше выступил. Ну тебе вот проще, да, вот хватать за кимоно и проводить свои приемы. Да. Я долго проигрывал, и потом начал уже читать, и там уже хорошо-то доступительно заниматься. Ну то есть ты вначале просто волновался, не все приемы, наверное, знал, да? Да. А вот последний раз где ты участвовал? Последний раз Да. там, Тоже в Ингушетии, да? да, кажется, было... Назрань. Назрань было. Выиграл там? Да, первое за 4 боя ровно было. Вот расскажи, как ты выиграл в этих 4 боях. Первый я, кажется, выиграл по баллам. Потом взял удушку за где-то 5 минут быстро. Задушил соперника. Да, быстро. За 10 минут где-то. Потом у меня был бой с каким-то хорошим соперником. Я его выиграл болевым еще. А потом был финал. Я согласился сразу в финал драться. В тот же день, да? Да, согласился в финале драться. Я его там по баллам выиграл. А самый сложный какой был соперник из всех 4? В финале был. Почему? Потому Сильный что, был. да, он чуть меня не выиграл. Я бы 2 получил. Но я выиграл пояс и медаль. А как он тебя чуть не выиграл? Задушил почти тебя или А он взял по баллам боевой прием? меня, по баллам, так как я выиграл. А, у него было преимущество по баллам, да? Да. Потом я его обыграл и выиграл первое. Когда тренер Ильяс Хашигульгов уехал в Москву учиться, не думай, что эта поездка кардинально изменит его спортивный ландшафт его родного города. Именно в Москве он впервые попал на тренировку по бразильскому джиу-джитсу. Это была любовь с первого захвата, вспоминает Ильяс. Вдохновленный он твердо решил, как только вернется домой, его первой целью будет открытие секции джиу-джитсу. Эта идея стала для него главной целью. И вот спустя много лет его мечта стала реальностью. Сунджа официально начала работу, школа бразильского джиу-джитсу под его руководством. Теперь у жителей города есть уникальная возможность осваивать этот зрелищный и практичный вид единоборств. Там я первый раз познакомился с этим видом спорта. Очень понравился, так как я сам базовый ударник. Вот вначале, Ильяс, ты открыл зал, начал тренировать детей. Наверняка было мало детей. Вот тяжело было вначале, но сейчас мы видим, что очень много детей в этом зале. Изначально очень много было детей, желающих заниматься джиу-джитсу. Вначале многие не понимали, что это вообще До сих пор не джиу-джитсу. знают. Да, до сих пор многие не знают, спрашивают, что да как. Но те дети, которые занимаются, им очень интересен этот вид спорта за счет того, что тут очень много есть разнообразия борьбы,
примерно ребенок может побороться снизу, он может побороться в стойке, также он может сделать массу болевых приемов, удушающих приемов, и за счет этого очень детям, я думаю, вот за счет этого очень интересен детям этот вид спорта. Я считаю, что в этом виде спорта нет вообще минусов. А какие плюсы, на твой взгляд? Плюсы, ну, как я вот ранее говорил, партер ты можешь использовать. Примерно то, что вот я и все делают на соревнованиях. Если я вижу, соперник очень силен в стойке, если у него хорошая вольная база, то я пытаюсь сесть и снизу поработать. То есть снизу его перевернуть или снизу, сидя, сделать ему какой-то болевой или удушающий прием. Или же наоборот, если я вижу, то он в партере очень силен, то я пытаюсь сверху работать, также сверху переиграть его, как-то забрать позицию и удосрочить его. Физика тут не самое главное. Ну да, физика не самое главное. Самое главное техническая техника, и дальше уже идет физическая подготовка. Ильяс, вот смотри, я знаю, что ты до сих пор сам выступаешь, также тренируешь детей. Вот тяжело совмещать? Да, этот момент очень трудно совмещать, когда ты сам тренируешь и тренируешься, потому что дети очень много сил забирают. Не только вот, не в физическом плане, вот, очень сильно морально подседаешь в зале. Примерно у меня вот бывает 2 смены в день. И после даже одной смены с детьми мне уже я чувствую, что очень сложно бывает тренироваться самому. Проще работать на стройке, да? Практически я бы это сравнил, если не сложнее. Ильяс, вот ты сам уезжаешь с детьми или ты собрал свой тренерский состав, который с детьми выезжает? Я сам стабильно выезжаю с детьми. У нас в нашей академии пару тренеров. Мы все объединяем наши смены, наших детей. И стараемся в основном вместе выезжать на соревнования. А успешно выступают дети? Да, я бы сказал, последний год очень набрали, уровень повысился у детей, и стабильно наши дети занимают призовые места. Как и у любого настоящего тренера, у Илеза есть четкие цели, которых он намерен достичь вместе со своими воспитанниками. Он не просто преподает технику борьбы, а воспитывает характер, стремление к победе и волю к преодолению. Главные цели у меня, я понимаю то, что я не смогу с каждого ребенка сделать чемпионом, но самая главная цель, то, что я им всем говорю, детям, если они будут трудиться, заниматься, в любом случае это им в жизни пригодится, у них будет какая-то база. Многие будут чемпионами, если они будут стабильно тренироваться. Без этого никак. В любом случае у меня есть очень много примеров, которые дети приходили, они были слабые очень, но то, что упорный труд, дисциплина дает свои плоды, и они по итогу начинают выигрывать. Но самое главное для меня, чтобы эти дети, в них заложилась дисциплина. Я им всем это говорю, всегда пытаюсь сложить то, что меня вкладывал мой тренер Исмаил Расумов. Я всегда об этом говорю. Вот эта дисциплина, она мне везде помогла. И не только в спорте, она мне в школе, да, в университете, на работе до сих пор, везде она мне помогает. Потому что я считаю, дисциплина – это основа всего. Дисциплинированный человек, он может добиться в этой жизни всего. Поэтому я вот вкладываю вот именно вот эту дисциплину в основном. Ну, чтобы они вырасти хорошими людьми. Да. Тренер демонстрирует подопечным болевое воздействие. Особое внимание он уделил доступности объяснения, разложив сложный прием на простые понятия и этапы. Выше локтя держим руку, отворот. Первое. Яри. Двигаемся. Пониже сели обязательно. Раздергиваем всегда в сторону руки. Где мы контролируем руку, в ту сторону. Шаг, чуть-чуть зашагиваем. Начинаем пулить гард. Садиться. Как мы ставим ногу, все знают уже. Вот таким образом. Вот нога уходит. Я начинаю ставить ногу в сторону руки. Начинаю ставить ногу, начинаю садиться сюда. Руку держим. Видите, выше локтя еще. Этот захват. 2 захвата. Дальше. Помните то, что я вам говорил? Вот так вот ерпедом, да, что, не сможете так болевой сделать. Чтобы хорошо болевой сделать, надо уйти через вот это второе плечо. Как мы уходим через второе плечо?
Ханендагдох. Укугат судидис. Сделать мах вот таким образом вверх. Раз, через второе плечо. Накидываем ногу, руку затягиваем. Медленно я показываю. Если хотите, можете правую ногу тут оставить на тазу. Если хотите, сюда ее проваливаем под мышку. Руку, видите, с локтя я затянул. Сразу же палец. Не забывайте про этот палец. Азмысыхан ол шогер. Потому что, когда вы контролируете этот палец, он не может руку повернуть. Второй рукой кисть. Зажимаем бедра вниз. Делаем здесь болевой. Если он падает, ничего страшного. Снизу делаем. Понятно? Локоть. Почему мы держим локоть? Да, чтобы он руку не вытащил. Поэтому, когда вы набрасываете ногу, максимально локоть затягиваете, чтобы поглубже рука зашла. Если он локоть вытащит, болевой хугяча, локоть орехкой. Понятно? Еще раз внимательно. Одним ходом сразу делайте. Двигаемся в сторону руки, шаг сюда. Пулем и сразу же делаем. Видите? Палец, кисть, бедра зажатые вниз. Понятно? В отличие от многих ударных единоборств, бразильское джиу-джитсу часто называют шахматами на татами. Его основная идея – позволить слабому и легкому человеку успешно противостоять сильному противнику с помощью правильной техники, рычагов и удушающих приемов. Есть у тебя любимый какой-нибудь прием? Есть. Какой? Говорю. Это как? Это болевой или удушающий Нет, прием? когда ты снизу, ты вот сюда ногу засовываешь, вторую засовываешь и за спину заходишь. И там уже ты можешь, в принципе, удушающий и болевой Да. делать, да? Ну, есть еще второй, он красивый, со стойки треугольник. А это я видел. Ты прям закидываешь на него Да, ногу, да? да? За голову хватаешь и душишь Да, да. соперника. У тебя получается Да. на турнирах это применять? Это иногда получалось. Смотри, вот многие говорят, например, что бразильское джиу-джитсу – это скучный вид спорта. Ты так считаешь? Нет. Там больше приемов, захвата можно брать. А вот в стойке именно много приемов? Ну, в стойке мы уже все приемы выучили. Там есть броски? Броски, да, есть. Проход есть, да, броски. То есть Амплитудный. ты сначала делаешь бросок, потом роняешь его, и там уже можешь душить или, я не Да, знаю, можно. болевой, да, Да. проводишь? Ну, сначала надо немного стойки поработать, а потом уже можно проход сделать. Смотри, также, допустим, в бразильском джиу-джитсу есть два раздела – ги и ноги, да? Да. А где ты больше выступаешь? Ну, выступаю в двух разделах, а так нравится в ги. Почему? Кимоно. Ну, там захваты мне удобнее, легче. То есть, получается, там захваты, прием одинаковые, ноги и в ги, или же там совсем разные? Ну, ги приемы бывают это разные от ги. Там нельзя захватами, другой отворот надо брать вот так. То есть, получается, больше приемов именно в ги, да, разделе? Да. И ты лучше выступаешь в этом разделе? Вот в ближайшее время ты должен куда-нибудь выехать? В Грозно хотел. Нет, то есть дата неизвестна, да? Да. Ну, пока есть турнир, но неизвестно, поеду или нет. Ну, ты готовишься к нему? Да. Вот расскажи, как ты к нему готовишься. Занимаюсь усердно, не разговариваю, Не отвлекаешься? да, не отвлекаюсь. Каждый день занимаешься или через день? Каждый день, кроме воскресенья. 1,5 часа занимаешься, да? Да. Сложные тренировки? Ну, во вторник, четверг, субботу у меня бывает... В субботу у меня 3 тренировки, а вторник, четверг по 2 тренировки. Ты два раза в день тренируешься? Да, по борьбе и по карате. да. Да. То есть, получается, по карате у тебя тренировки утром, а Нет, вечером? по карате у меня 19:30, а по борьбе вторник, четверг, суббота 21, наверное, 9 часов. Ты подряд 2 тренировки проводишь? Да. Не тяжело? Нет, я привык. Смотрим. То же самое, когда мы снизу работаем, он начинает в первую очередь сопернику держать, он хватает штаны вот снизу. Отсюда он начинает раздергивать, обходить. Задач, нам надо его сразу остановить. Ой, соцой, хылхудышат.
Сразу же, в первую очередь, килгижлацас. Раз. Килгижлац жахай и спайдер-гард одикишан. Спайдер-гарда именно на изгибы. Видите, изгибы жицин. Килгиждолч. На изгибы ставим ноги. Вот здесь. Дальше. Отсюда что мы делаем? Раз. Я могу на таз уйти с изгиба. Отсюда. Мне надо, или же могу изгибы контролировать. Мне надо сорвать вот этот захват. Сусаляться хачи. Для этого что мы делаем? Как мы срываем вот эти захваты? Кто помнит? Ушли в сторону. Нога снизу выходит или сверху? Снизу. Правильно. Снизу. Руку тяну на себя. Ногу вверх. Раз, сорвал захват. Видите? Как только сорвал захват, куда я эту ногу ставлю? В таз. Сюда, да. Бедро и очи. Дальше. Вот эту ногу он держит. Тут он уже не контролирует мою ногу, потому что кик сугды. Сколько халат схожи, я ему не дам. Рука у меня. Аргойшан. Отсюда. Какой у меня вариант отсюда удушающий сделать? Вот уже напрашивается держать треугольник. Видите, с этой стороны. Что мы делаем? Внимательно смотрим. Эту руку держим за счет правой ноги. Таза так что? Опор мы издеваем. Нужна какая-то опора, чтобы поднять свой таз. Упираемся вот сюда. Резко поднимаем таз и накидываем вот эту левую ногу вот сюда. Видите? В сторону. Вот. Носок вверх, пятка. Вот таким образом. Не так. Когда мы накидываем, надо таз чуть-чуть повернуть в сторону. Вот. Раз. Дальше. Правая нога с таза шбоков би максимально к плечу хатто абуаз. Видите? Для чего, кто знает? Фудито абуазе, чтобы плотность была, чтобы он не смог выйти. Руку куда я одеваю? Вот эту правую, вот эту руку, которая контролирует. В сторону сразу же. Поднимаю таз. Видите, закрываю треугольник. Носок куда смотрит? Вверх. Вверх всегда, вот сюда вверх. Подкручиваемся под ногу и все. Делаем треугольник. Еще раз. Он хватает ноги, сразу берем спайдер. Уходим в сторону. Снизу нога. Не сверху. Снизу. Раз. Делаю кик ногой вперед. Руку тяну на себя. Два. Сорвали. Сразу же руку тянем, чтобы обратно ногу не взял. Руку надо контролировать. Тазочку хочу. Хаверс. Вот я жду. Дальше. За счет вот этой опоры, поднимаем резко таз, я должен тянуться. Никогда не делаем вот так вот. Если у вас таз будет лежать на матах, у вас треугольник не получится. Он сам не будет идти вниз, чтобы залезть в треугольник. Поэтому нам надо тянуться наверх, к нему. Резко поднимаем, закрываем. Видите, плотно. Видите, как я приподнял свой таз? Отсюда руку в сторону, носок смотрит вверх, носок всегда смотрит вверх. Перекинули под дальнюю ногу, сразу подкручиваемся, блокируем его передвижение, чтобы он не мог ни забежать, ни выйти отсюда. Сразу все, создаться дышан, или же он уснет. Понятно? Еще раз смотрим. Спайдер, чикоглотжай. Вот спайдер. В сторону. Освободили ногу. Ставим на таз. Руку держим. Вот эту ногу резко. Вверх. Руку в сторону. Закрываем треугольник. Понятно? Давай делаем. По 2 раза обоюдно еще. Последний еще. Желаем этому клубу удачи на всех предстоящих соревнованиях по джиу-джитсу. Пусть каждый выход на татами будет уверенным, а ваше упорство и мастерство принесут заслуженные победы.